За прошлый год социальную помощь в республике получили почти 260 тысяч человек. Общая сумма поддержки из республиканского бюджета составила почти 9,5 миллиардов рублей. В этом году средств на региональную программу «Социальная защита населения» выделено еще больше. Все это особо важно в нынешних непростых экономических условиях. Напомним, ранее в своем докладе глава Коми отмечал, социальные гарантии жителей Коми для правительства региона остаются на первом месте. Любовь Лапина побывала на коллегии Минсоцтруда и выяснила приоритеты работы на 2015. Коллегия Министерства труда и социальной защиты Илья Семяшкин начинает с главного. Несмотря на финансовые трудности, за счет перераспределения бюджетных средств в Коми сохранены все принятые ранее на региональном уровне социальные обязательства. Их исполнение и индексация соцвыплат затрагивает почти каждого третьего жителя республики. Республика готовится и готова к тому, что в случае, если обращений за той помощью, которая у нас сейчас существует, будет больше, мы понимаем, что, возможно, и по коммунальным платежам выплаты будут в течение года возрастать, то есть больше за ними будет обращений. К этому как раз и готовится республика. Сохранение социальной стабильности, увеличение общего объема средств, который, возможно, потребуется для помощи нашим гражданам, которые по тем или иным причинам пострадают от сложной финансовой ситуации. Впрочем, уповать только на республиканские деньги чиновники от социалки не стали. Еще в прошлом году была сделана ставка на привлечение инвестиций. Первый итог государственно-частного партнерства не заставил себя ждать. В октябре в Усть-Коломском районе завершилось строительство центра по предоставлению госуслуг. К слову, этот социальный проект стал первым и образцово-показательным в России. По такому же принципу работа будет продолжена и в этом году. На частные деньги уже сейчас строят пансионат для пожилых людей рядом с центром Аксаковка, а в скором времени за счет инвестиций расширит и столичный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Наряду с привлечением инвестиций социальные чиновники большое внимание уделяют и инновациям. В Сыктывкаре и ближайшем Сыктывдинском районе совместно с Национальным фондом противодействия жестокому обращению с детьми стартует пилотный проект по созданию модели раннего выявления семейного неблагополучия. Специальное обучение пройдут учителя, воспитатели, врачи и специалисты соцслужбы. Эти специалисты будут обучены навыкам выявления вот этих ранних выявлений, проявлений семейного неблагополучия. Поскольку сегодня специалисты всех учреждений и органов знают, что такое трудная жизненная ситуация, что такое социально опасное положение, но зачастую мы не видим, к сожалению, вот тех самых-самых ранних признаков, и зачастую бывает очень поздно оказать своевременную помощь семье. А вот этот инновационный проект уже не нуждается в представлении. Функциональная квартира стала прорывом не только для самой Коми, а в целом для всей страны. Теперь положительный опыт наша республика будет передавать и другим регионам. Первый в списке – Екатеринбург. Местные соцчиновники заинтересовались в том числе и самим производителем мебели особого назначения – компанией из Коми. Пока в России изготовление специальных предметов интерьера для маломобильных групп населения мало кто может похвастаться. Любовь Лапина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.